Деливер, а не появился страх? Ведь эта вся акция была направлена в основном против активистов крымской солидарности. Не появился ли страх у вас? И не отпало ли желание помогать дальше отслеживать эти все события? Вы знаете, вот очень часто задают этот вопрос. Я буквально вот полторы недели назад приехал с такой большой, так скажем, с большого путешествия по различным странам с целью вот осветить ту ситуацию, с которой сегодня столкнулись крымские татары. И практически любое интервью, оно начиналось с того, ну, не боитесь ли, есть ли страх и так далее. Ну вот страх — это естественное проявление, да, человека. То есть говорить о том, что ну, нету страха, либо какого-то беспокойства, либо еще чего-то, ну, я думаю, это даже неуместно. Но другая сторона, то есть есть движущая сила, есть мотивация, есть какие-то, так скажем, более высокие цели, которые мы ставим перед собой. И вот, так скажем, вот эти мотивы все, они, так скажем, перекрывают вот это беспокойство, страх. Это не говоря о том, что мы как мусульмане понимаем, да, что все те испытания, все те трудности, которые падают на нашу долю, это является результатом нашей судьбы. От судьбы никуда не уйдешь, как говорится. Поэтому в любом случае то, что предписано тебе, с тобой это случится. Несмотря на то, что хочешь ты этого или не хочешь. И в любом положении для мусульманина это является добром и благом. Поэтому это такая сторона, да, так скажем, больше с точки зрения как бы веры нашей. Теперь и вторая сторона, да, этого вопроса. Вот, можно сказать, первая наша встреча, а это была 9 апреля 2016 года, то есть это еще не было там название «Крымская солидарность», не было определено работы, направлений и так далее. Это появилась естественным образом площадка. И первая же встреча, так скажем, родственников политзаключенных с адвокатами, она уже прошла с определенной трудностью, с определенной проблемой, когда хозяину того кафе, кто предоставил нам место, позвонили, ну мы так уже догадываемся, скорее всего, органы, для того, чтобы он, так скажем, остановил это заседание и попросил нас покинуть. И вот если посмотреть в ретроспективе, да, того, каким образом вообще происходило вот, развитие этого нашего объединения, то мы видели, да, что когда народ столкнулся с давлением в форме, так сказать, гонений, арестов, штрафов, пыток, насильственных исчезновений и так далее, то, естественно, это в общем, то Крымская солидарность, в частности, также были удары и по ней. Сегодня мы знаем, что есть несколько уже уголовных кейсов. Ну, если учитывать последние аресты, вот 27 числа, то это уже десятки уголовных кейсов. До этого ареста были, так скажем, уже в тюрьмах сидели одни из представителей Крымской солидарности, это и координатор в лице Сервера Мустафаева, это один из координаторов гражданской журналистики Нариман Медминов и так далее. Это десятки административных штрафов, тех стримеров, тех ребят, которые стояли у здания судов, потому что, как было сказано где-то, ну, я думаю, первое, вот это вот сегодня мы видим, да, в Крыму проходит флешмоб мы Крымская солидарность. То, так скажем, эта мысль появилась уже где-то больше года назад, когда в одном из постов в Фейсбуке было совершенно как бы посторонним человеком, не имеющим отношения, да, так скажем, к активным действующим участникам Крымской солидарности, было обозначено, что сегодня весь народ стал Крымской солидарностью. Да? Потому что Крымская солидарность — это не какая-то организация, это не какая-то там зарегистрированная община. То есть сегодня Крымская солидарность — это что? Это объединение людей, родственников политзаключенных, адвокатов, юристов и всех тех, кто не смирился с той несправедливостью, которая существует сегодня в Крыму. Это и площадка естественным образом, которая появляется. Потому что проблемы, которыми занимается солидарность, Крымская солидарность, они естественно появляются сегодня. Поэтому, подытоживая, да, отвечая на ваш вопрос,
то вот если смотреть в ретроспективе, сколько было, так скажем, давления и арестов, штрафов, и вот это всех, так скажем, трудностей, с которыми мы сталкивались, и как показывает, да, практика, арест или штраф одного стримера приводит к появлению новых стримеров. То есть как арест Наримана Мемедиминова и в качестве солидарности, когда люди стояли у суда в то время, когда проходило заседание над Нариманом, когда его выводили, вот та, так скажем, джемат, который пришел туда поддержать Наримана, в момент, когда его выводили, подняли в руки смартфоны, а смартфон сегодня, так скажем, является одним из таких, да, инструментов этого стрима, то подняли и показали, да, в качестве как солидарности Нариману, что это дело не остановится. Это дело будет продолжать, и арестовывая одного, появляются десятки новых, да, людей.